В следующий раз меня не будет. В следующий раз просто стоят и будет. Возвращаемся в город Хабаровск и еще раз приветствуем всех тех, кто только что подключился к нашей трансляции. Дальневосточная юношеская футбольная лига, 11-й тур. СКА Хабаровск принимает на стадионе «Энергия» спортивную школу «Сахалин». Ну, пока идет ремонт на стадионе имени Ленина. Собственно, меняют систему подогрева. СКА Хабаровск, в том числе сейчас в юношеской футбольной лиге, принимает своих соперников на стадионе «Энергия». В самом начале о составах давайте пройдемся. Артем Щипанский, голкипер команды «Сахалин». Ну, давайте на стадионе, на котором, кстати, сегодня нет зрителей. Проходит встреча без поклонников футбола. Диктор на стадионе обязан объявить все, он объявит, и после этого уже я познакомлю всех, кто смотрит эту трансляцию, с составами команд. Пока просто скажу, что встречаются, в общем-то, команды лидеры турнирной таблицы. Лидеры единоличные — это СКА Хабаровск. У подопечных Александра Сергеевича Сапежникова 25 набранных очков за 9 игр, всего лишь одна ничья. И разница мячей 51-9. Команда спортивной школы «Сахалин» находится на 3-м месте. У них 19 набранных баллов, при том, что всего 8 сыгранных игр. Между ними, собственно, на второй строчке располагается команда «Кшор», у которой 23 очка за 10 игр. Но вот у «Сахалина» разница аж в 2 игры. Поэтому, если выиграть 2 игры, в том числе сегодняшнюю, то «Сахалин» сможет подняться
на вторую строчку. Если, к примеру, сыграть в ничью и выиграть, то смогут сравняться с своими сверстниками с Владивостока. Ну вот турниры на расклады. Давайте целиком про таблицу сразу же в начале матча я скажу. На 4-м месте «Океан» из города Находка, 16 набранных очков. На 5-м «Динамо Приморский край», у них 14 баллов, но у парней с Владивостока, собственно, 2 игры в запасе еще. На 6-м месте уссурийский «Локомотив» с 10 набранными очками. Благовещенск на 7-м 8 очков с 1 игрой в запасе. «Шор» номер 1 из Комсомольска находится на 8-м месте, 6 набранных очков. И «Вулкан» и команда СШФ, спортивная школа футбола Якутия, на 10-м месте, у них 2 очка. Ну, собственно, фавориты, конечно, в этой игре команда из Хабаровска. Они лидеры, они действующие чемпионы турнира. Но о составах я сейчас начну рассказывать. И, собственно, когда хабаровчаны перейдут, там уже по персоналям расскажем разную информацию. Давайте начнем все-таки. Артем Щепанский, первый номер в воротах Сахалина. Андрей Глушко под номером 2 играет, 2007 года парень. Вообще в составе Сахалина целых 5 футболистов 2007 года рождения, остальные 2008. Эльмир Голубев, 3 номер, Никита Долин, 10, Илья Зайцев, 9, Олег Ким, 20, Алексей Кириенко под номером 5, Егор Полякин, номер 4, Тимофей Савенков, 27 номер, Дмитрий Свиридов, 8, и Владислав Фоменко, номер 65. Виталий Русу, главный тренер команды с острова Сахалин. Если кто-то не знает, то в синей форме сегодня играют ребята из Сахалина. Сейчас будет вброс аута. Очень даже неплохо. Здесь очень опасно у ворот хабаровчан. Будет удар по воротам, но блокируют хабаровские защитники. Ну, было очень опасно. Я бы сказал, что это 100% момент был у островитян. Перейдем к составу хабаровской команды. Богдан Ляхов вполне традиционно занимает место в воротах. Пара центральных защитников, Кирилл Головнин и, конечно же, капитан команды Ростислав Зарецкий. Эти два парня отыграли весь прошлый сезон в юношеской футбольной лиге, завоевали титул, съездили на турнир в ЛО. В общем, пара защитников, которая, ну, в общем, давно играет вместе. С правой стороны играет в обороне Илья Баранов под 2 номером. С другой стороны в защите Данил Плетминцев. Два полузащитника центральных — это Артур Сикерин, игрок 2007 года рождения. Парень, который в том году в этом возрасте как раз выиграл. Здесь очень опасно. Лев Ушаков, ну, совсем не получился удар. Лев Ушаков, о котором я тоже сказал, под 5 номером играет в центре полузащиты. Атакующий полузащитник, десятка хабаровской команды. Лучший игрок, лучший бомбардир. Вообще парень, который в том году забрал большое количество различных наград. Кирилл Мордасов. Играет он под 10 номером. Нападение. Тройка нападения. С правой стороны Артем Хусаинов. Под 7 номером, под 18-м Тимур Шляхов. И центральные нападающий Дмитрий Гончарук. Вообще и Дмитрий Гончарук, и Артем Хусаинов — это парни, которые есть заявки спортивного клуба «Армии-2» во второй лиге. СК-2 играет. И, собственно, Гончарук уже даже получал игровое время в матчах второй лиги. Поэтому состав, конечно, у хабаровской команды довольно сильный. Главный тренер команды Александр Сергеевич Сапежников. Он этот год тренировал и в прошлом году. Уже 3-й раз скажу, что действующие обладатели титула юношеской футбольной лиги Дальнего Востока Хабаровск. Ну вот и присоединились к ним Гончарук, Артур Сикерин и еще пара игроков 2007 года. Они на замене. Это Арсений Каменев и Геннадий Серин, который наверняка появится сегодня на поле, потому что получает регулярные игровые минуты, выходя со скамейки и отличаясь
различными результативными действиями. Ну вот, кстати, о лучших бомбардиров. Если открыть таблицу лучших бомбардиров юношеской футбольной лиги Дальний Восток, то там из 5 игроков, которые есть, вот здесь очень опасно. Ростислав Зарецкий может и желтую получить за нарушение на Дмитрии Свиридове. 4 человека СКА Хабаровск в списке лучших бомбардиров турнира. Геннадий Серин, о котором только что сказал, всего 6 игр сыграл и забил 6 голов. Вот так. Такая потрясающая результативность. Здесь неплохо действует Сахалин в первые минуты. Тимофей Ефимов с Академии «Динамо» Приморского края. 7 забитых мячей, 8 матчей. Кирилл Мордасов 7 игр, 7 голов. Тимур Шляхов 8 игр. Ох, какой опасный момент был. И это гол. Гол забивает Сахалин. Только что упомянутый мной Дмитрий Свиридов открывает счет на табло. 1-0. Сахалин повел. На 9-й минуте матча мяч в ворота команды СКА Хабаровск забил Дмитрий Свиридов, номер 8. Ну, вот так, довольно неожиданно для кого-то. Сахалинцы открывают счет. Не представил я главного судью сегодняшнего матча, Богдан Константинов. И два лайнсмена, Светлана Вязьмина и Лев Щеглов. 10 минут матч позади. Ну вот пока центр поля проигрывают хабаровчане. Справа Илья Зайцев был с мячом сейчас. Шляхов. Никита Долин в центре полузащиты. И Олег Ким здесь вездесущий. Еще недавно он был на правом фланге, сейчас уже ближе к левому. Гончарук с мячом. Хорошая передача была бы, если бы достигла своего адресата. В данном случае это был Кирилл Мордасов. Артур Секерин. Ну вот, видите, под прессингом команды Сахалина хабаровчане ошибаются. Ошибаются, тем более такие опытные игроки, как Артур Секерин. Здесь Илья Баранов выбивает мяч за боковую. Егор Полякин будет бросать. Судя по разбегу, будет бросать куда-то далеко в штрафную. Там борьба в штрафной за то, чтобы занять правильную позицию. И, собственно, рефери, судья матча, делает замечание футболистам. Да, очень далеко бросает. Здесь на голову опасный момент. Второй удар по воротам. И здесь, собственно, счет мог становиться 2-0. Казалось бы, да, что всего-то аут от Егора Полякина, но блестяще просто вбросил. Скидка и удар в дальний угол. Все могло для хабаровчан в этом эпизоде закончиться плачевно. Ну, я думаю, что СКА Хабаровск явно не ожидали, что такой будет рисунок у игры. Вот здесь Хусаинова, ну, как говорят, наверное, бутерброд, в общем, с двух сторон. С двух сторон встретили футболисты Сахалина, но нарушение правил судья не фиксирует, видимо, или фиксирует. Да, наверное. Нет, все в порядке, нарушения нет. Мяч сбрасывают из-за боковой. Хусаинов.
Не совсем точная передача. Зарецкий играет через Богдана Ляхова. Головнин. Хорошая передача в направлении Хусаинова. Хусаинов мяч отпустил далековато от себя. Владислав Фоменко все видел и контролировал ситуацию. От ворот у нас отлично работает Интершум, за что, собственно, спасибо творческому объединению «Панорама», которое сегодня организует трансляцию. Мы все прекрасно слышим, как тренеры обеих команд подсказывают своим футболистам. Кирилл Мордасов тем временем ставит спину, но Егор Полякин, прошу простить, Егор Полякин отлично действует и сохраняет мяч для своей команды. Зайцев. Ну вот жалобы главного тренера к арбитру. Зарецкий. Ляхов. Ну вот Ляхов играет длинными передачами. Ну, возможно, сегодня в особенности, наверное, есть смысл в этих длинных передачах. Все-таки центр-форвард хабаровчан, скажем прямо, не маленький футболист Дмитрий Гончарук. А вот здесь опасная атака с левой стороны. Сахалин по штрафную. Удар по воротам очень опасный. Ростислав Зарецкий просто с линии ворот выпинывает мяч куда подальше. Ну, Сахалин явно переигрывает в первые 15 минут своих соперников. А СКА Хабаровск не может прийти в себя после пропущенного гола. Вот здесь едва дело не закончилось вторым забитым мячом. И это, собственно, происходит уже не в первый раз. Ну вот еще одна заготовка. Смотрите, сейчас будет... Центральные защитники пошли в штрафную. Сейчас будет вброс аута. Ну, вообще здорово, когда у тебя есть такой футболист, который может бросать аут сразу в штрафную. Ну, вообще большое количество грандов европейского футбола тренируют этот аспект. Ну, вот там, например, в некоторых футбольных клубах есть тренеры по вбросам из аута. Еще длинная передача. И вот здесь очень опасно, но Богдан Ляхов успевает. Ну, признаться, редко я видел, чтобы с первых минут так играли против хабаровчан. Преимущество Сахалина ощутимое. И прежде всего это выражается даже не в контроле мяча, не в мысли, а в напористости, в прессинге. Именно эти, собственно, аспекты помогают команде Сахалина выигрывать и лидировать в этом матче. Хусаинов. Хусаинов здесь втроем набегает. Хусаинов очень быстрый футболист. Посмотрите, уходит от двоих, но все-таки нагнали. И что, нарушение правил? Ну, здесь Хусаинов что-то с Богданом Константиновым выясняет. Ну, главное, чтобы для него эти разговоры не закончились желтой карточкой. Ну и вот снова мяч на половине хабаровчан.
Очередной аут. Ну, в этом возрасте команды играют по 45 минут. В отличие от ребят в возрасте до 16 лет. Ну вот. Время есть, собственно, побольше для того, чтобы исправить ситуацию, и времени поменьше для того, чтобы сохранить преимущество свое. Данил Плетминцев. Передача на Хусаинова. Здесь Мордасов набегает. Посмотрим. Ну, совсем не в форме Кирилл Мордасов. В общем-то, брак при приеме. Здесь мяч вернули. Аут. Снова аут. От футболистов Сахалина. Но вот на газоне оказался один из игроков. Ну, а главный тренер сахалинской команды Виталий Руссу продолжает апеллировать к арбитру. Говоря, что хабаровчане нарушают правила. Зачастую на газоне, кстати, был Тимофей Савенков. Тимофей Савенков. Ну, вроде поднимается, все с ним в порядке. И аут вбрасывает. На этот раз это делает Эльмир Голубев. Передача на Зайцева. Нет, здесь разобрались. Шляхов. Передача на Ушакова. Ушаков направо дает. Ну, передача плохая, явно. Передача, которую перехватили. Напомню, что в этом туре еще проходит несколько встреч. Футболисты «Вулкана» принимают сверстников из Якутии. 22 числа ШОР номер 1 из города Юности Комсомольска-на-Амуре тоже встречается с Якутией. 22 «Динамо Приморский край» примет «Океан» из Находки. И 23-го Благовещенск встречается с ШОР Владивосток. Очень опасный момент. Может быть, второй гол забивает команда из Сахалина. И делает это Алексей Кириенко. 2-0. Второй гол забивают островитяне. Вот. И, собственно, этот гол, ну, по моему мнению, вполне логичен. Но Сахалин полностью переигрывает в первой половине этого тайма своего соперника. Ну, вот этот матч вообще является чем-то необычным. Мы посмотрим, как вообще отреагирует команда Александра Сапежникова на пропущенные голы, потому что, я думаю, в такой ситуации мы их еще не видели в этом чемпионате. По-моему, они ни разу не приходилось отыгрываться, ну, с разницей в 2 мяча. Тут, конечно, два исхода может быть. Либо парни встрепенутся и совершат камбэк, либо совсем уж опустят голову и поплывут. Но пока не планируют это делать хабаровчане. Скорее они атакуют. Передача Мордасов. Отлично. Передача на Шляхова. Удар будет поворотом или нет? Дмитрий Гончарук не добрался до мяча. Что сделал Артем Щепанский? Ну, продолжает Виталий Руссу говорить судье, что нужно повнимательнее быть, что бьют по ногам у футболистов. Ну, по-моему, жаловаться весьма странно в этой ситуации, тем более каких-то спорных моментов. Вот сейчас как раз хабаровчанам вот бьют по ногам. Вот Виталий Руссу попросил быть повнимательней, вот и повнимательней Богдан Константинов. Ростислав Зарецкий.
Передача на Сикерина. Сикерин. Налево на Шляхова. Шляхов по штрафную, но здесь Гончарук должен быть первый. Баранов. Ну и вот, наверное, первый раз я за этот матч вижу Хабаровчан так с мячом. По штрафную еще один. Будет опасно или нет? Шляхов тоже не добирается до мяча. Ну, Хабаровск совсем уж открывается. 3 в 3 почти выход. Ну, сейчас успевает вернуться. Зайцев с мячом. Пас, ну, скорее удар по воротам. Здесь Богдан Ляхов, конечно, все контролирует. Быстрый ввод мяча. Мордасов. Сам пытается обыгрывать. Лев Ушаков. Длинная передача в направлении Гончарука. Здесь неточно мяч в руках у голкипера. Ну, Кирилл Мордасов пока не выглядит явно лучшим игроком. А вот сейчас хорошая передача. Тимур Шляхов обрабатывает мяч. Пас пяткой на Мордасова. Мордасов 1 в 1 обыгрывает потрясающе. Но защитники выбивают мяч. Баранов. Пас на Зарецкого. Зарецкий ищет варианты. Играет через Богдана Ляхова. Длинная передача. Ну вот длинными пасами игра. Здесь, конечно, аккуратнее нужно быть. Эльмир Голубев. Неточная передача. Зарецкий. Здесь все в борьбу. И Егор Полякин убивает мяч в аут. И пауза небольшая для того, что футболисты попили водички, немножко отдохнули. На улице все-таки очень жарко и душновато в Хабаровске. Поэтому сейчас небольшая пауза. Я завтра улетаю. Ну, буду, наверное, да. Возобновляется игра. Тем временем готовится замена у команды Сахалин. Ну вот сегодня как раз мы, я говорю, впервые посмотрим, есть ли характер у команды СКА Хабаровск. У этого 2008 года рождения, 2008-2007. Угловой будет? Нет, нет, не будет. Скорее всего, аут.
Остановки небольшие. Посмотрим, сколько судья добавит к первому тайму. Вбрасываются за боковой хабаровчане. Кирилл Мардасов отлично мог обыграть, но у защитника спортивной школы Сахалин на этот счет другое мнение. Мардасов. Как ошибается игрок Сахалина. Тимур Шляхов не сумел реализовать, отпустил от себя мяч и еще и удар от ворот. Ну, ошибся Эльвир Голубев, по-моему. Или Егор Полякин в этой ситуации. И Тимур Шляхов не смог наказать за эту ошибку защитника Сахалина. Ляхов. Ну вот, перехватили хабаровчане инициативу. Собственно, рисунок изменился. Но такие ошибки, конечно, как сейчас, вообще дорого стоят хабаровской команды. Баранов не точен. Ну, очень настойчиво. Это вышел на замену Александр Василишин. Итак, сейчас Дмитрий Гончарук здесь пытается навязать борьбу. Очередная остановка, которая на руку команде Сахалина. Обыгрывает Данила Плетминцева Илья Зайцев. С мячом Зайцев. Подача здесь Ляхов. На месте направо Мардасову. Слева один Тимур Шляхов, но выбирает развитие атаки на Артема Хусаинова. Хусаинов. Здесь три игрока его встречают. Мардасов. Мардасов штрафной пытается обыграть своего оппонента. Но Андрей Глушко довольно здорово защищается против десятки хабаровской команды. Артур Секерин цепляется за мяч. Ну, а Сахалин отдал мяч Хабаровску. Это, я думаю, этот факт можно констатировать. Возможно, Хабаровск забрал мяч у Сахалина. Это тоже одна из версий. Но владение мячом у команды в белой форме явно выше сейчас на данную секунду, нежели чем в первые минуты матча, когда Сахалин выглядел агрессивнее явно в нападении. Но сейчас, возможно, так прессинговать весь матч сил не хватит. Поэтому установка Виталия Николаевича Руссу, видимо, немножечко пустить и играть вторым номером. Но, опять же, только футбольный бог и игроки на поле знают, как на самом деле. Секерин. Передача на Мардасова. Мардасов обрабатывает мяч. Кирилл Мардасов бьет, блокирует его. Глушко. Ну, Глушко вообще индивидуально уже второй раз выходит победителем из этой дуэли. Мардасов отлично отдает. Хусаинов. Хусаинов штрафной. Пас на Секерина. Секерин, нужно бить. Удар поворота блокирует Шляхов на подборе. Будет первая передача. Совсем никого, кроме защитников Сахалина. Удар по воротам с лета. Но видно, что нагнетает хабаровская команда. Ну а
Сахалин не знает, как справиться с этим давлением. А вот, пожалуйста, Дмитрий Свиридов вновь выбегает в атаку. Очень опасно может быть. Свиридов, удар поворотом. Богдан Ляхов выбивает перед собой. Удар поворотом. Нет. Положение вне игры наверняка фиксирует лайнсмен. Ляхов отбил перед собой. Хотя мог, наверное, зафиксировать мяч после удара Дмитрия Свиридова. Ну и вот такой опасный контрвыпад сахалинской команды. Счет мог стать неприличным. 3-0 уже отставание, которое довольно тяжело отыгрывается в футболе. Здесь судья говорит, что нужно играть. Столкновение Олега Кима и Артура Секерина. И вот снова здесь на острие атаки Дмитрий Свиридов. Подача. Вот Шляхов задел мяч. Нет, не задел. Рыжую голову крайнего нападающего хабаровской команды. Ну, я думаю, с психологической точки зрения, конечно, Хабаровску непросто, как минимум, потому что они не были в такой ситуации никогда. Думаю, что сильно это бьет по самолюбию футболистов в белом. Они не привыкли уж точно проигрывать. Хусаинов. Проходит передача на Шляхова. Илья Баранов через Зарецкого. И вот снова Сахалин первый на подборе. Свиридов. Передача направо на Василишина. Василишина обратно на Свиридова. Аут. И сейчас Эльмир Голубев пойдет сбрасывать мяч из-за боковой. Голубев с мячом. Здесь быстро Мордасов помог своим крайним защитникам. Отобрал мяч. Кирилл Мордасов разгоняет атаку. Гончарук первый будет на мяче. Дмитрий Гончарук врывается. Очень опасный выход хабаровчан. Что будет делать Гончарук? Передача. А там никого. А там только Артем Хусаинов на дальней штанге. И блестящие игроки Сахалина перекрывают все зоны и выбивают мяч на угловой. Богдан Константинов сигнализирует, что нужно отойти на место, где место, в котором мяч вышел в аут. Баранов будет вбрасывать. Баранов в штрафную. Поставил корпус Гончарук. Упал с криком. С большим игрок Сахалина. Ну, рядом с таким огромным парнем, как Дмитрий Гончарук. Нелегко, но главное, вот подошел, извинился. И главное, что все в порядке с Владиславом Фоменко. Щепанский. Выпнул мяч. Хабаровчане. Первый Гончарук выигрывает, конечно, весь верх. Но здесь и небольшой Лев Ушаков. Успевает Гончарук. Гончарук здесь остановили центр форварда хабаровской команды. И вот контратака Сахалина. Посмотрим,
Чем она может закончиться? Ну, если, конечно, отдавать такие передачи. Ну, хотя передача по итогу-то оказалась точной. Свиридов. Не точно. Сикерин тут, конечно, помогает своим защитникам. Отлично. Ну, как же такая неточная передача от Баранова. Так нельзя действовать. Направо передача на Василишина. Василишин. Зайцев. И от головы Ильи мяч ушел за боковую. Ну вот здесь Кирилл Головнин. Ну вот лег футболист Сахалина. Это Илья Зайцев. Ну, я думаю, что некая, возможно, нервозность в действиях игроков СКА, конечно, присутствует. Забыли они выйти в начале этого матча на поле, а теперь уже гандикап 2 мяча нужно отыгрывать. И на это нужны силы. Вновь мяч у хабаровчан. Начинает атаку голкипер. Мордасов. Здорово отдает Мордасов на Шляхова. Ну вот здесь нужно обыгрывать, Тимур. Отдает направо на Хусаинова. Завозился в своем дриблинге. Хусаинов, Сикерин. Главнин поперек играет. Баранов. Мордасов. Все на подступах, все рядом. Гончарук. Жесткий стык, но все стыки, в которые идет Дмитрий Гончарук, конечно, словно кегли отлетают от него футболисты Сахалина. Ну, потому что, конечно, парень покрупнее. Ну и нарушение правил фиксирует арбитр. Олег Ким. Придерживает Ким мяч. Но тут хабаровчане прессингуют. Лев Ушаков здорово забирает мяч. Хусаинов двигается по правому флангу. Хусаинов, передача на Шляхова. Снова не добрался до мяча Тимур. И, ну, все время падают футболисты Сахалина. И, возможно, это, конечно, потому что хабаровчане играют жестко. А, возможно, просто так делать проще в стыке. Егор Полякин оказался на газоне. Ну, главное, что поднимались. Ну, Сахалин пока что здорово просто действует. Хвалить, я думаю, вне всяких сомнений нужно команду Виталия Руссу. Парни очень дисциплинированно обороняются. И пока все у них получается. Шляхов, Баранов. Ну вот, перевод от Зарецкого. Перевод не совсем точный, но достигает передача адресата. Подсказывают. Левая доля. Гончарук отлетел мяч от его груди, не смог обработать. Сикерин. С мячом Долин. Играют направо. Не упустили. Упустили. Все-таки упустили мяч футболист Сахалина.
Зарецкий. Остается тем временем совсем ничего до окончания первого тайма. Баранов. Кирилл Мордасов. Снова через Илью Баранова. Сикерин двигает мяч на Хусаинова. Хусаинов, пас на Мордасова. Мордасов. Ну, здорово, конечно. Красиво, как минимум, пытается обыграть Кирилл своих оппонентов. Но толку от этого пока никакого нет. Передача на Тимура Шляхова. Шляхов. Ну, здесь уже два игрока на нем. Шляхов разворачивает вдвоем. Опекают его. И если два игрока на одном, то уж точно на каком-то участке есть численное преимущество. Но Илья Баранов уже не первый раз отдает просто безобразные неточные передачи. Только что вот... Нет, не фиксирует положение, не фиксирует нарушение правил судья. Ну, много, конечно, давления на рефери. Мордасов. Дает бороться. Баранов. Я думаю, что эти разговоры сейчас могут закончиться предупреждением или удалением. Ну, или как минимум устным предупреждением. Да, желтая карточка вот главному тренеру. Ну, что и следовало ждать. Весь первый тайм Виталий Русу возмущается и сказывает недовольство работой Богдана Константинова. Сикерин с мячом. Первый тайм подходит к своему завершению. Посмотрим, сколько добавят. Лев Ушаков. Передача на Гончарука. Плетминцев. Ну вот цепляют. Вот сейчас увидели. Вот сейчас Виталий Русу говорит, что было, но 2 минуты добавляет судья к основному времени первого тайма. Ну а было, собственно, нарушение правил, потому что игрок Сахалина хватал за футболку игрока СКА. Это отчетливо видно точно всем зрителям этой трансляции. Хусаинов. Подача. Шляхов. Ну, не попадает вновь Шляхов по мячу. Ну, считаю, что Тимур сам не свой. В общем-то, уже не первый раз мяч от него отскакивает. Сикерин. Ну, по такой игре, конечно, Сикерин. Нарушение, Свиридов нарушение. Ну, здесь... показывают, что нужно врача. Да, столкновение. Держится из-за левой колена Артур Сикерин. Ну, пауза, конечно, на руку Сахалину. Темп сумасшедший. Давление от армейской команды тоже большое. И Сахалин вполне, несмотря на все сложности, справляется с задачей. По-прежнему в графе забитых голов у Хабаровска 0. Ну вот Свиридов быстро поднялся. Я думаю, что это больше тактическая пауза. Ну, а вот что с левым коленом Артура Сикерина. Надеемся, что все в порядке с 6-м номером хабаровчан.
И Кирилл Мордасов сейчас выполнит штрафной удар. Подача. Вот здесь может быть опасно. Гончарук бьет поворотом. Свисток. Первый тайм окончен. Мы смотрим с вами потрясающий матч. 2-0 после первого тайма. Сахалин обыгрывает пока что Хабаровский СКА. Вернемся через несколько минут. Впереди нас ждет потрясающий, собственно, вторая половина. Вот, в последний момент здорово, что подача была. Пассивным офсайдом.
Парни, Сахалин, пожалуйста, маты убираем. Ну, я буду вас наказывать. Я же без матов разговариваю. Как? Ты не можешь по-другому, что ли? Ты куда пришел? Я Александрович, мать, давайте закончим. Ну что, я ничего не говорю. Я последовательно, поэтому и реакция такая. Парни, пожалуйста, без матов общаемся во втором тайме. Буду наказывать. Парни, маты убираем, пожалуйста. Возвращаемся во второй тайм. Встречи между СКА Хабаровской спортивной школой Сахалин. 0-2, счет на табло. Гости в дебюте матча дважды смогли поразить ворота Богдана Ляхова. И, собственно, это преимущество удалось им сохранить к концу первого тайма. Ну а хабаровчане, собственно, забыли выйти на поле в первые 15 минут. Их явно переиграли сверстники Сахалина. Затем Хабаровск перехватил инициативу. Большое количество атак, собственно, было. Но, к сожалению, для главного тренера и для болельщиков хабаровской команды никакими результативными действиями это не закончилось. Давайте быстренько пробежимся по составам играющих команд. Артем Щепанский, номер 1, защищает ворота гостей. Андрей Глушко, Эльмир Голубев по третьим номерам, Глушко под вторым. Здесь очень опасно может быть. Хусаинов. Будет добивание? Нет, выбивают. Лев Ушаков. Никита Долин, 10 номер Илья Зайцев, 9 Олег Ким, 20. Здесь хорошая передача на Илью Зайцева. Илья Зайцев с левого края
1 в 1. Здорово обыгрывает. Удар по воротам. Ну вот обыграл классно. Он ударить не смог. Илья Зайцев 9, Олег Ким 20, Алексей Кириенко номер 5, забивший гол. Егор Полякин 4, Тимофей Сенков 27, Дмитрий Свиридов 8 и Владислав Фоменко 65. На замену вышел уже Александр Василишин под 99 номером. Главный тренер Виталий Руссу. Виталий Руссу, который получил предупреждение от арбитра сегодняшнего матча в первом тайме за разговоры. Состав хабаровской команды: Богдан Ляхов в воротах, пара центральных защитников Ростислав Зарецкий и Кирилл Головнин. Справа играет Данил Плетминцев. Ну вот вместо Данила Плетминцева Данил Плетминцев. Слева Илья Баранов. Полузащитники: Артур Сикерин под номером 6, Лев Ушаков 5, Кирилл Мардасов 10 номер, Артем Хусаинов номер 7, это крайне нападающий вингер. Вот здесь здорово Головнин. Ой, какие стыки, ну нужно аккуратней, конечно, быть, ребята. Сразу же сказал, нужен ли доктор, и Андрей Глушко получает предупреждение. Ну, Артем Хусаинов, собственно, играл под 18 номером Тимур Шляхов. Вместо него появился на поле Никита Филиппов. И Дмитрий Гончарук под номером 23. Центр-форвард хабаровской команды. В команде Сахалин предупреждение получил Андрей Глушко, номер 2. Главный тренер Александр Сергеевич Сапежников у хабаровской команды. Да, Никита Филиппов на поле. Здесь Баранов. Здорово поборолся. И мяч у хабаровской команды. Посмотрим, что вообще сказал в перерыве Александр Сергеевич Сапежников своим футболистам. Я вижу, что на поле еще и появился Геннадий Серин. Геннадий Серин, ну, замены нам сразу не показывают, поэтому мы по ходу матча с вами разбираемся. Да, Гончарук на поле, Филиппов на поле, Серин тоже и Хусаинов. Ну, все понятно, Данил Плетминцев ушел, вышел Геннадий Серин. Данила Плетминцева, номер 11. В игру вступил Геннадий Серин, номер 24. Ну, судя по... Тимура Шляхова, номер 18, играет Никита Филиппов тем временем удар по воротам. И мяч голкипер отправил на угловой. Ну, судя по заменам, конечно, большой уклон в сторону атаки. На 3 защитника перешли хабаровчане. Мардасов. Передача на Льва Ушакова. Ушаков. Подача. Удар по воротам. Дмитрий Гончарук скорее скидку делал. Ну и здесь вот в 3 защитника играют. Здесь после углового. Богдан Ляхов. Хусаинов. Ошибается Хусаинов. Здорово перехватывает Никита Долин. Долин будет передача. Пенальти. Просит пенальти. Ну и снова апеллируют к судье. Все игроки Сахалина. Тренерский штаб. Ну, здесь мяч попал в грудь. Сбил дыхание, возможно, Илье Зайцеву. Ну и я думаю, что
Что сейчас такие остановки и паузы, конечно, на руку команде Сахалина. Илья Зайцев героически принял этот удар на грудь. Филиппов. Ну, здесь, конечно, эмоции берут свое, поэтому и те, и другие, конечно, на взводе, скажем прямо. Сахалин периодически жалуется на судейство, жестко играют и те. А Хабаровский, я думаю, просто нервничает и просто смотрит, так сказать, видит, как быстро летит время. И сейчас по всем классическим канонам для одних время будет лететь очень быстро, а для других тянуться вечность. Долин. Долин с мячом. Здорово. Передача налево на Илью Зайцева. Зайцев. Кирилл Головнин против него. Зайцев здорово обыгрывает Кирилла Головнина. Опасный момент. Удар по воротам. Богдан Ляхов отбивает перед собой еще удар. Ну, отбились хабаровчане. Сейчас счет мог стать просто разгромным. 0-3. И, собственно, уже можно было бы говорить о том, что отыграться будет совсем тяжело хабаровчанам. Но Богдан Ляхов и группа защитников, которые подоспели на подбор после сейва Богдана, спасли хабаровскую команду. Ну вот и технический брак. Собственно, вряд ли, я думаю, так задумывали игроки Сахалина разыграть этот аут. Секерин. В подкате здорово Артур Секерин играет. Ну, время еще предостаточно, конечно, для хабаровчан, чтобы отыграться. Все-таки 40 минут. Ну, будет с добавленным временем. Опасно Свиридов. Ушаков. Ну, конечно, парни из Сахалина просто потрясающе действуют с настоящим напором, упорностью, терпением, желанием, поэтому выигрывают. Вот здесь Секерин играет плечом в плечо, корпус. Довольно жестко, но в пределах правил. Мордасов с мячом. Хусаинов. Хусаинов справа. Посмотрим, получится обыграть или нет. Хусаинов. Удар совсем слабенький. Не получился удар. Вбрасывают из-за боковой хабаровчане. Ну вот игра относительно без моментов у нас, но... Так, ну тут как бы у нас нужно эмоции придержать. Совсем... Все жестко. У нас, к сожалению, с вами сейчас нет повтора. Мы не можем посмотреть, что было в этой ситуации, но арбитр, главный арбитр
Думаю, ну, посмотрим. Посмотрим, какие наказания последуют. Тут небольшая потасовка. Вот судьи совещаются, спрашивает у Светланы Вязьминой Богдан Константинов, что она видела, обсуждают, какое решение. Держится за губу, конечно же, Егор Полякин. Никита Долин. Желтая карточка Долину, Баранову и еще одну желтую показывают, кажется, кому-то из тренерского штаба. Ну, сегодня непросто, конечно, работать в судейской бригаде. Вот, совещаются с резервным судьей. Как бы и красную не получил кто-то из тренерского штаба спортивной школы Сахалина. Ну, в общем, страсти накаляются до предела. Большие у нас паузы, потасовки. Ну, в общем, карточки. Ну, я уж точно не могу, к сожалению, никак комментировать этот эпизод, потому что все было в динамике. И думаю, только на повторе можно посмотреть. Но надеемся, конечно, на компетентность в любом случае Богдана Константинова. Ну, ломать такую игру какими-то красными карточками вряд ли стоило. Поэтому предупреждения. Предупреждения были. Гончарук. Гончарук. Подача на Филиппова. Филиппов не попадает. И Никита Долин, номер 10, и Илья Зайцев, номер 9. Филиппов, Сикерин, Филиппов. Не точно Филиппов отдает передачу на Хусаинова. Василишин. Геннадий Серин с мячом. 1 в 1. Серин. Финтит. Серин. Удар. Крестовина. Ну, конечно, момент потрясающий. Ну вот, собственно, игрок, который вышел на замену. Геннадий Серин. Отлично обыгрывал 1 в 1. Хорошо ударил в дальний угол. Ну, буквально нескольких сантиметров ему не хватило для того, чтобы счет сократить. Полчаса тем временем остается до окончания сегодняшнего матча. Ну вот, вперед на Филиппова. Артур Сикерин. Передача на... Очень опасно, может быть. Илья Зайцев догонит мяч или нет? Догоняет. Свиридов. Гончарук. Передача на Серина. Ну, тут, конечно, не догнать. Тут как тут. Владислав Фоменко. Головнин. Передача на Сикерина. Сикерин играет через вратаря.
Лев Ушаков. Серин. Длинная передача в направлении Артема Хусаинова. Хусаинов добирается до мяча. Хусаинов. Передача на Геннадия Серина. Серин только что отдавал эту длинную передачу и уже прибежал на другой край. Противоположный, но здесь Ростислав Зарецкий. Ляхов. Что же, ой-ой-ой. Ну, тут, конечно, нужно аккуратнее. Ну, игра обоюдно жесткая с обеих сторон. Где-то прихватят за футболку, где-то пойдут в стык. Ростислав Зарецкий. Кирилл Головнин. Времени все меньше у хабаровчан. И никак не получается. Ну, наверное, только опасный удар Геннадия Серина. Но скорее это следствие индивидуального мастерства. Головнин здесь получит желтую карточку. Позицию проиграл, ногу выставил и справедливо получает горчишник. В команде СК Хабаровск предупреждение получил Кирилл Головнин, номер 14. Ну вот, если говорить о турнирных раскладах, если Сахалин сегодня выиграет, то они наберут 22 очка, у Хабаровска останется 25, и, собственно, игра, которая в запасе у спортивной школы Сахалин, если ее выиграть, то первое место они будут делить с хабаровчанами. Илья Зайцев с мячом. Подача в штрафную. Здесь Богдан Ляхов. Все контролировал. 25 минут до конца основного времени второго тайма. Ну вот, хабаровчане. Мяч перестал держаться. Чувствуется нервозность. Понимают футболисты СКА Хабаровск, что времени все меньше и меньше у них. Серин. Включает спиной, передача на Зарецкого. Направо. Секерин просит справа. Просит длинную передачу. Получает этот перевод. Передача на Геннадия Серина. Серин вновь просто бросает в сторону. И здесь 3 в 3 выход и Зайцев, и Свиридов. Ну, здесь не форсируют события футболисты Сахалина. Мордасов добегает. Очень опасно здесь могло быть, но удар от ворот. Болбой быстренько мяч возвращает хабаровчанам. Мордасов. Ну вот Никита Филиппов появился, Геннадий Серин во втором тайме. Здесь очень опасно может быть. Свиридов догоняет мяч. Зайцев. Посмотрим, у кого больше сил останется. Пока, конечно, и вот Ким. Здесь первый на мяче хабаровский футболист. Пока, конечно, Сахалин как будто больше хочет победить. Хабаровский тоже
Пытается, но мало что получается уже в этой ситуации, потому что одни в роли догоняющих, а другим нужно удержать преимущество. Вот Зайцев не сумел мяч обработать. Гончарук. Здесь борются, и вот победителями выходят баллисты Сахалина. Здесь Свиридов. Очень опасный момент может быть, но Артур Секерин поэтому, собственно, и является одним из лучших полузащитников этого возраста на Дальнем Востоке. Потому что помимо первого паса всегда может он вернуться назад и подстраховать своих партнеров. Мардасов. Передача на Филиппова. Ну как же так не может обработать мяч, но положение вне игры в любом случае фиксирует лайнсмен. Лев Щеглов поднимает флажок. Небольшая пауза для того, чтобы попили воды футболисты. Выложи сейчас, Владимир? Возвращаемся в игру. 20 минут до окончания основного времени матча. СКА Хабаровск проигрывает 0-2 в спортивной школе Сахалин. Шаков. Геннадий Серин. Серин. И вот здесь может быть опасно. Гончарук. Серин. Снова Гончарук. Стенка. Ну, Мардасов сегодня не так хорош. Здорово Головнин отбирает мяч для своей команды. Геннадий Серин на посту по штрафной. Серин в голову попадает защитнику Сахалина. Серин продолжает бороться. И все-таки мяч теряет. Но здесь Кирилл Мардасов блокирует удар Андрея Глушко. Брос аута. Серин снова с мячом. Мардасов. Кирилл Мардасов. Мардасов будет бить или нет, обыгрывает, снова возит мяч. Уже 4 человека перед ним, отдает направо, налево.
И здесь Хусаинов мяч теряет. Конечно, нужно было бить Кириллу. В подобной ситуации заброс. Сикерин. Богдан Ляхов. Не очень удачно выбивает мяч. Но Артур Сикерин первый. Филиппов. Длинная передача в направлении Гончарука. Гончарук догонит или нет? Нет, здесь все контролирует Егор Полякин. И своему киперу мяч головой скидывает. Есть нарушение или нет? Нет. Кириенко с мячом. Блокирует. И Ляхов. Ляхов мяч оставляет в игре. Мордасов. Не точно. Снова не точно. Кирилл сегодня сам не свой. Кирилл Мордасов. Передача направо в направлении Серина. Здесь, конечно, эту передачу перехватит Ушаков. Серин. Сикерин. Мордасов. Сикерин. Лев Ушаков. Ну, вот здесь, конечно, я бы поспорил с судьей. Довольно странное нарушение правил. Но сегодня таких и в ту, и в другую сторону были. Ну вот, испытывает болевое ощущение Владислав Фоменко. Владиславу, конечно же, желаем здоровья. Главное, без травм. Ну, вроде похромал. Все в порядке с ним. Здесь Арсений Каменев. Вместо Дмитрия Гончарука появился Каменев. И Тимофей Поломарчук появляется. Тимофей Поломарчук. Я не вижу. Подача идет. Нет, здесь все под контролем игроков Сахалина. Зарецкий. И Илья Баранов кричат, что назад. 15 минут до конца матча. Поломарчук играет налево. Сикерин, Филиппов. Это Лев Ушаков. Прошу прощения, Никита Филиппов. Кириенко подсказывает, что нужно корпус ставить. Поломарчук. Передача на Мордасова. Мордасов. Вот проходит передача направо. Здесь Геннадий Серин. Серин будет входить в штрафную. Финтит Серин. Передача. Удар. Едва головой не забил Никита Филиппов. Штанга прозвенела на весь стадион «Энергия». И забитого гола в графе армейской команды так и не появилось. Отлично, Арсений Каменев. Каменев бьет поворотом. Мимо. Парни уже, Андрей. Есть,
Но все меньше времени остается у хабаровской команды для того, чтобы сократить хотя бы отставание в счете. Ну и, конечно, снова цепляют за футболку, эмоции берут свое. Но, ребята, нужно спокойнее. Здесь и Мордасов с Голубевым сцепились. Желтая карточка прежде всего Никите Филиппову. А вот... Или это Илья Баранов получает вторую желтую карточку. И покидает поле. В команде СК Хабаровск за второе предупреждение с поля удален Илья Баранов, номер 2. Да, подвел свою команду Илья Баранов. Второй раз удалился. Ой, второй раз получил предупреждение и удалился с поля. Здесь удар по воротам. Собственно, не справился с эмоциями своими. И, собственно, удален он, возможно, должен был быть еще в первом эпизоде, когда желтый получал. Ну, а вот сейчас оставил свою команду в меньшинстве. Мордасов. Передача на Хусаинова. Хусаинов не догонит. Хабаровчане продолжают попытки атаковать даже десятером. Но Сахалин просто героически действует. Терпят и дисциплинированно обороняются. А сейчас даже атакуют. Ну, здесь жестко довольно играют. Удар по воротам. Десять минут до окончания основного времени этого матча. По-прежнему счет на табло 0-2. Паламарчук. Передача на Секерина. Серин. Ну, с дриблингом, конечно, все в порядке у Геннадия, но толку от этого в данной ситуации никакого. Зарезки. Передача налево. Хусаинов. Головнин уже поиграл и слева, и справа, и в центре в этом матче. Передача Головнина. Филиппов. Удар по воротам. Еще один довольно жесткий стык. Длинная передача. Секерин. Ну, не стоит, конечно, забывать о том, что на улице довольно жарко и душно. И силы в таком энергозатратном матче подходят к концу. Серин. Хватает за футболку его. Серин. Серин бьет по воротам. Артем Щепанский все увидел в этой ситуации. И спокойненько мяч фиксирует в своих руках.
Ну и здесь вот ошибается Арсений Каменев. И Илья Зайцев не спеша пойдет вбрасывать этот аут. Разыгрывает мяч Сахалин. Илья Зайцев бьет поворотом. Так, вот еще одна атака хабаровской команды. Филиппов добегает, пробрасывает мяч. Будет передача или нет в штрафную. Там только Серин. Играет на Мордасова. Мордасов штрафной. Очень опасно может быть. И Артур Секерин добегает, помогает Ростиславу Зарецкову. Все в порядке для хабаровской команды. Но остается совсем мало времени. Ну, конкурентный, классный матч сегодня мы с вами смотрим. Конечно, спасибо за это обеим командам. Сахалин действует, конечно, очень здорово, дисциплинированно. Удалось им в первые 15 минут обескуражить своего соперника. И потом, играя вторым номером, очень даже неплохо удавалось выходить в контратаке. И опасные моменты все равно были. Конечно, первым номером играют хабаровчане. Серин. Передача на Мордасова. Мордасов направо. И неточная передача. Скорее, ее просто перехватили. Кажется, еще замены. Бросает в бой, собственно, Клима Бучко, Александр Сергеевич Сапежников. И Илья Сапежников выходит вместо Хусаинова. Филиппов. Филиппов пробрасывает. Филиппов блестящий. И от ворот, да, расстроен Никита Филиппов. Классно обыграл, но в решающей стадии нанести удар поворотом не смог. Пять минут остается до конца матча. Это много или мало? Сейчас с вами мы посмотрим. Ну, конечно, для возобновления какой-то интриги хабаровчанам нужно забить хотя бы один гол. Просит Полумарчук мяч. Получает его. Заброс здесь. Высокорослый Егор Полякин первый на мяче. Ну, а Илья Зайцев продолжает просто и на 87-й минуте делать вот такие забеги. Добирается до мяча Свиридов.
Поломарчук мяч забрал. Еще Сикерин бросается и, кажется, получит желтую карточку. А была ли она у него до этого? Ну, тут уже, конечно, не стоит забывать, что мы с вами смотрим юношеский футбол. И тут ребята только учатся самообладанию, дисциплине. Где-то, конечно, взять верх над эмоциями не получается. Да, удар, мяч в сетке, но зафиксировано положение вне игры. Поломарчук. Передача на Филиппова. Но мне кажется, что из своих подопечных Виталий Руссу сегодня просто вышел. Ну, Никита Филиппов. Спину поставили, не смог прорваться. Что, здесь не будет предупреждения Никите Филиппову? Ну нет, почему-то отпустил Богдан Константинов этот момент, хотя защитник просто поставил правильно спину. Никите деваться было некуда. И еще В принципе, места хватает. Замены производят тренеры команд. Мордасов. Здесь, конечно, аккуратнее нужно. Вновь десятка, извиняется Свиридов. Передача длинная, вновь направление Филиппова. Ну и вот здесь сами придумывают себе опасность. Ростислав Зарецкий. Богдан Ляхов потерял мяч из виду. Ну вот Поломарчук. Право Сикерин. Серин снова на Сикерина. Нужно идти вперед хабаровчанам. Мордасов. Отдает передачу. Здесь Каменев. Доберется до мяча или нет? Да, добрался. Не ушел мяч. Каменев здорово обыгрывает. И здесь на вынос играет защитник Сахалина. Бучко. Подача не прошла. Мяч у Серина. Серина 1 в 1 пытается обыгрывать снова, но все варианты. Все варианты Владислав Фоменко ему закрывает. И более того, мяч в конце забрал. Ну и тут же потерял. А Геннадий Серин крутится с мячом. Из-за боковой. Тем временем основное время матча подошло к концу. Посмотрим, сколько добавит главный судья. Мордасов. Одного, второго обыгрывает здесь Сикерин. Удар по воротам будет или нет? Нет, Арсений Каменев до мяча не добрался. Здесь мяч... 5 минут. Мы еще с вами посмотрим. Пять минут футбола нас еще ждут. Ну, Тимофей Поломарчук, вообще профильный центральный опорный полузащитник, сегодня вот играет роль последнего. Сикерин. Получится или нет последний штурм хабаровчан, чтобы забить хотя бы один гол в этом матче. Серин. Подача в направлении Филиппова. Через себя пытается бить Никита. Ну и останавливает снова судья. Матч, честно говоря,
Много, конечно, спорных решений сегодня. У Богдана Константинова. Как в одну, так и в другую сторону. Ну, собственно, оценивать работу арбитров точно не моя работа. И даже не работа футболистов и тренеров. Артем Еремин появляется на поле тем временем. Паламарчук. Ошибается Паламарчук, и мяч снова у Сахалина. Ну и здесь сам свою ошибку исправляет. Мордасов. Ну, с запозданием зачем-то вот сейчас дает свисток, да, наверное, чтобы разыграть удар. Мордасов. Передача на Серина. И Глушко играет на вынос. Тем самым, если выиграют, ну, здесь и Болбой немножко не совсем помогает хабаровской команде. Выигрывает сегодня Сахалин, набирает 22 балла. И приближается и к команде с Владивостока, и к СКА Хабаровск. Если следующую игру Сахалин выиграет, то они, повторюсь, сравняются с СКА Хабаровск и вполне могут претендовать на титул Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Здесь уже немного сил у тех и у других. Серин. Ну, совсем ничего остается до конца матча. Я думаю, что хабаровская команда сделает выводы после этого матча. Тренерский штаб во главе с Александром Сергеевичем Сапежниковым, собственно, подведут какие-то итоги, но вполне логичен в какой-то мере исход, потому что первые минуты матча хабаровчане просто как будто вальяжно вышли играть, за что и получили 2 гола. А вот Сахалин как раз большие красавцы. Вне всяких сомнений, подопечные Виталия Русу сегодня провели матч, ну, по самоотдаче вообще нельзя ни с чем сравниться. С первой до последней секунды они бились и выиграли 2-0, с чем мы и поздравляем команду Сахалина. Матч окончен. Ну, СКА Хабаровск, повторюсь, надеюсь, сделать какие-то выводы. Ну, а Сахалин обостряет интригу в турнирной таблице. Еще раз поздравляем. Спасибо всем, кто был с нами в этой трансляции. Увидимся на матчах юношеской футбольной лиги Дальний Восток. Всем пока. Командир, места хватает, нормально. Перилки сделаем, чтобы нет. А слушай, перилка, видишь, будет мешать нога. Я хотел перилку сделать. Где проходили? Нет, перилку хотели поднять, чтобы вы отсюда не выпали. Ну, в смысле, вот на такой высоте? Почему? Ну, такую где-то надо, повыше. Ну, ты вот как стоишь? По бедро хотя